Добрый день, друзья! Это «Крылья» подкаст, и сегодня немножко необычный формат, потому что мы временно, но обещаем, совсем ненадолго потеряли Алика Пухаева. Он будет уже к следующему выпуску. А то, о чем мы будем говорить сегодня с многоуважаемым Зауром Фарниевым, к сожалению, не требовало никаких отлагательств, потому что говорить будем о Беслане и о том, как, в принципе, эта трагедия сейчас, да, спустя 15 лет, видится осетинскому человеку, видится российскому человеку. Я намеренно, да, ставлю эту демаркационную линию, потому что все-таки это личная трагедия для нас и более опосредованная, да, для страны. Как это препарируется в медиапространстве, как возбудились пропагандисты от отечественного телевидения после появления, скажем так, негосударственных фильмов о версии и фильмов о Беслане. Заур, начать хочу вот с чего. Чтобы мы сразу убрали это с пути, и это лучшая, мне кажется, иллюстрация вакханалии, да, которая сейчас началась вокруг бесланской темы. Несколько дней назад матери Беслана, комитет матери Беслана объявили о том, что создается наконец-то счет, и можно будет собирать помощь для тех, кто абсолютно постыдно, я не могу другого подобрать эпитета, все еще 15 лет спустя нуждается в помощи, которую государство не предоставляет. Мы говорим о бывших заложниках. Проходит несколько дней, вчера-сегодня выясняется, что проект свернут, не успев начаться из-за шквала критики. Расскажи, пожалуйста, потому что ты абсолютно в теме, это то, чем ты занимаешься. Ну да, все началось, наверное, ты в курсе, да, это все происходило в Фейсбуке, и изначально, если откровенно, идею об открытии счета для сбора пожертвований им подали журналисты. В частности, это была Оля Алинова. Она написала книгу, очень классную книгу, кстати, «Беслан», «Форпост Беслана и его заложники». Книга просто замечательная, она обязательна к прочтению всем, я подчеркиваю, всем. И вот доход, как это правильно называется, да, за эту книгу, да, гонорары за эту книгу, она решила перевести вот все, что как бы с этой книги она причиталась, она решила перечислить пострадавшим на их счет. И вот как раз поэтому она обратилась к Сусане для того, чтобы эта помощь, она была более такой адресной. Сусане, да? Дудиевой. Сусане, просто Дудиевой. На всякий случай поясним. Да. Сусане Дудиевой. Сусана не хотела этого делать. Ну, вообще, они были категорически против. За 15 лет у них никогда не было такого счета, на котором аккумулировались бы какие-то средства. Но сейчас, видимо, уговоры, я принял участие в уговаривании, еще кто-то был. И в итоге она сделала это, да, они открыли счет. Как только об этом стало известно, совершенное вакханалия, совершенное какое-то сумасшествие началось в Инстаграме. Начали писать, как обычно у нас пишут, да, боты под какими-то тупыми никами, о том, что мне даже пересказывать это не хочется, о том, что да вы все проели, да вот 15 лет вы уже достали, сидите на шее, да. Через какое-то время администраторы пабликов заблокировали это все хозяйство, да, все эти комментарии там уже не было, но вот то, что было, этого уже хватило. Сначала Оля позвонила Сусане, потом я. И Сусана сказала, что мы хотим закрыть этот счет, потому что мы не можем наблюдать за этим. Мы не можем ставить себя в положение, когда на нас все вот плюют. И как она вот только что я с ней разговаривал, не надо думать, что зло победило, это просто добро продолжает оставаться добром. Вот как-то так она сказала. То есть она не считает это поражением, но просто она не хочет вот этой лишней грязи. Они, да, комитет матери Беслана, наверное, там Рита Седакова, Анита Гадиева, Марина Пак. Это правильно, наверное, это правильно, но опять же, люди, которые хотят помочь, а таких много, особенно после вот этих фильмов, особенно после фильма Дудя, людей, которые хотят помочь, их очень много, и вот сейчас у них опять какие-то проблемы возникают с этим, потому что пострадавшие, которые нуждаются в помощи, их достаточно. Не скажу, что их прям десятки и сотни, но и достаточно. Там есть люди, которым, та же Фатима Дзгоева, та же Марина, вот им требуется помощь, которая исчисляется в районе 1 миллиона, чуть менее рублей в год. Естественно, да, те деньги, которые им выделили изначально, они там по 1 миллиону, по 2, да, там что-то было такое, да, они закончились очень быстро, особенно вот для этих людей.
что делать дальше? Дальше они продают квартиры, дальше они пытаются какие-то сборы устраивать для того, чтобы существование свое, элементарное существование просто сделать чуть более лучше. И с учетом того, что государство этого не делает, а выделяет им пенсию в размере 15 максимум тысяч рублей, естественно, у них не остается другого выхода, как собирать деньги. Но опять же, видишь, та же Диана Муртазова, она категорически отказалась от того, чтобы ей собирали деньги. Это ее позиция, гражданская позиция, причем, знаешь, не потому, что она там не хочет, чтобы ей помогали, не в этом дело. У нее позиция такая, что она требует, чтобы вот все, что ей причитается, это исходило от государства. Ну, это правильно. Это правильно и абсолютно. Понятное дело, да, что, наверное, к сожалению, это проигрышная позиция для замечательной, для волшебной абсолютно Дианы в реалиях дня сегодняшнего, потому что государству не поможет так, как оно должно помочь. А послушай, а что далеко ходить? Просто вот чуть-чуть эту тему, закольцовывая. Вспомни, мы всем миром, фонд «Быть добру», мы на телевидении, люди, все кто угодно там. То есть вот от бабушки, которая принесла нам, я помню, на проходное телевидение 124 рубля мелочью, до футболиста Алана Дзагоева, который 1 000 000 перечислил. Когда? 3 года назад. Для Фати Цгоевой всем миром собирали. Собирали эти 3, по-моему, миллиона, но это на год. Это стоимость реабилитации полноценной на год. И это, понимаешь, для покойного Суслана Канукова. Обидно мне вот что. Вот эта вакханалия, которая сейчас поднялась из-за этого счета, может быть, нам удобнее было бы думать, дружище, что это все пишут боты. Но мы же с тобой понимаем, что в конечном... понимаем, что в конечном итоге это пишут и не боты, и не люди там с Рязанщины и Вологодчины. То есть это... Вспомни, что происходило в нашей с тобой республике до появления социальных сетей, когда первая помощь начала прибывать в Беслан. То есть ты же понимаешь, что это было то же самое, просто не было Инстаграма. Вот это вот, значит, бурление фекальных масс в обществе, которое происходило, да? Что я хочу сказать? Мы сегодня с Зауром записываем этот подкаст не для того, чтобы заниматься расследованием теракта. Сразу, то есть все... Мы не комиссия, мы не доктора наук и не эксперты по теории горения взрывов, как Юрий Савельев. Мы не занимаемся расследованием. Мы журналисты, мы пишем об этом. Просто хотим поговорить о социокультурном феномене. Почему фильмы Дудя, Новой газеты, Собчак в любой последовательности так взбудоражили государственную машину пропагандистскую? Почему они фактически раскололи осетинское общество? Причем интересным образом этот раскол, как я вижу, поправь меня, если ты думаешь иначе, этот раскол прошел как раз-таки по, скажем так, мировоззренческой линии среднестатистического жителя Северной Осетии. То есть... Активного. Да. То есть так называемые, я прошу прощения за новояз и за придуманные термины, тем не менее, вот скрипоносцы осетинские, значит, вот наши последователи государственной линии в штыки восприняли каждый из этих 3 фильмов. Потому что такого быть не может, наше государство в беде не бросит. И отдельно люди, которые изначально скептически относились и относятся к тому, как наше государство ведет себя во время подобных операций, памятуя о Нордосте еще до Беслана, естественно, люди сразу же, естественно, полностью вписались в эту историю и поддерживают. Мой тебе вопрос, перво-наперво, что так и что не так для тебя, как для журналиста и как для гражданина, с фильмами Дудя, Новой, Собчак и с чешским фильмом «Незаглушенные голоса», если ты его смотрел? Давай я тебе, если уже такой разговор, я тебе не буду сначала отвечать на вопрос, я просто чуть-чуть подкорректирую сам вопрос. Давай. Да? Смотри, насколько я понял, люди, которые выступили против фильма Дудя, именно Дудя, да. Вот сейчас я говорю только о нем, их задело то, что в его фильме 2 интервьюера, интервьюируемых, вернее. Так. Это Елена Милашина и Руслан Аушев. То есть их задело в этом фильме больше всего вот именно то, что они говорили. В частности, это то, что они ни словом не обмолвились, откуда были террористы, то есть они с сопредельной Ингушетии пришли, часть была чеченцы. Но именно вот об этом, то, что там сказано не было. Их задело, насколько я понял, да, то, что там, в частности, Руслан Аушев, у него, вот если говорили о национальности, то там фигурировала только одна национальность, да, осетин.
Милашина Лена, прекрасно знаю, кто такой Ходов. Она здесь была, я знаю, что она здесь делала, да. Она прекрасно понимала, кто такой Ходов, но при этом она называет его осетином. Ну вот так вот, ни в одном глазу не... Ну ладно, это пускай останется на ее совести. У Руслана Аушева фигурировала тоже только одна национальность. Это были осетины. Он сказал, осетинские ополченцы с оружием. Ну, то есть вот его как бы это задело, и естественно акценты сместились. Юрий Дудь, как журналист, как человек, который, я уверен, особо в этой теме никогда не копался, он только вот сейчас, это его гражданская позиция, и она отличная на самом деле. Он просто решил взять людей, которые просто с ним захотели поговорить. А захотели с ним поговорить вот эти люди. Это была Лена Милашина, это была Оля Алинова, это был Руслан Аушев и Таймураз Мамсуров. Сусанна. Не-не-не, я сейчас говорю именно о непострадавших. Окей. Ну, условно, Таймураз да, Мамсуров да, это да. как официальное Да. лицо был. Они с ним согласились поговорить. И при этом, скажем, Таймураз Мамсуров, он вполне мог как бы оппонировать Руслану Аушеву, если бы он знал, о чем говорил Руслан Аушев. Но он об этом не знал. Но при этом Руслан Аушев, он очень красиво и четко гнул свою линию, которой Дудь в принципе ничего не мог противопоставить, потому что он не в теме. Это вот ты и я знаем, да, еще вот люди, которые живут в Осетии. А Юрий Дудь, он журналист из Москвы, у которого внутри правда заболела. Я даже примерно представляю, после чего это было, да, у него. После того, как ему на одном из его интервью Леонид Парфенов сказал, Да. что сердце России было в Беслане. да. У нас вот здесь, вот что называется сердце Родины, где бьется, да, это как про Москву принято говорить, вот оно в Беслане. Вот мы все теперь из Беслана. Мы в Беслане, все мы в Беслане. И нечего сидеть в Останкино. После этого, до этого как бы Дудя здесь никогда не было. И сейчас, видимо, он изучил тему, я так думаю, конечно, я не знаю, и решил это сделать. Но Я просто короткую ремарку, это очень важный момент, к слову, а где они были раньше. Ну смотри, Юрий 30 или 31 год. Он занимался спортивной журналистикой. 2 года назад он начал делать свой YouTube-проект. Было бы немножко странно. абсолютно с Попади тобой Юрий согласен. Дудь в бесланскую тему раньше, понимаешь как? Ну вот это, где они были раньше, я Вот. вообще не считаю это правильным. Ну это классический, это знаешь, классический вопрос, а вы были в августе 2008 Где вы в были? Цхинвале, да, для того, чтобы рассуждать о Южной Осетии? Давайте вот я продолжу. Да, тогда, давай То, закольцуем, то да. есть он поговорил ровно с теми людьми, которые захотели с ним разговаривать. И, естественно, он не мог сделать так, чтобы угодить, допустим, нашим людям, которые все знают, ну или как им кажется все, как мне тоже кажется, что я все знаю. Им кажется, что они все знают, и он не мог вот просто для того, чтобы им угодить, сделать какую-то другую вещь и от себя заявить, что а вот там были вот эти, а не эти. Нет, он просто послушал этих. В принципе, из его личных суждений там было только в одном месте, в самом начале, когда он сказал, что государство совершило ошибку. Ну, кто-то с этим спорит? Да. Так смотри, вот я к чему подвожу. Значит, оставляем в стороне то, что я называю намеренными, либо ненамеренными фактологическими неточностями. Неназывание национальностей, девочки поголовно, там 4 из 5 девочек в платках в фильме «Новый». Черт с ним. Давай вот оставляем это в стороне. Мне понятно, люди легко возбуждаются на такие триггеры, да? Окей. Обрати внимание по социальным сетям, и что особенно интересно, по отзывам людей более профессиональных, нежели комментаторы в сетях. Я говорю сейчас о журналистах североосетинских, и ты читаешь эти отзывы, ты видишь их. Люди очень сильно засучили ножками и ручками. Я еще не дошел даже до злобной карлицы с федерального телеканала. Я пока о наших людях. Засучили ножками и ручками от самой идеи того, что государство фактически поспособствовало, либо не противодействовало умерщвлению своих граждан. То есть то, о чем прямым текстом говорится в резолюции Европейского суда по правам человека, я еще позже чуть процитирую для тех, кто не помнит, или забыл, или не знал. Вот это стало, на твой взгляд, почему таким в осетинском обществе триггером? Да как вы смеете, я чуть позже выскажу тоже свою точку зрения, как вы смеете вообще
сомневаться в благонадежности и в благих, в принципе, порывах государства, разруливавшего ситуацию с захватом, со штурмом и так далее. Сказать тебе честно, Скажи мне Руслан, я сам, честно говоря, какое-то время после того, Так. как это произошло, не допускал мысли такой, да? Почему? А я тебе сейчас Я без подвоха спрашиваю, то есть Я интересен тебе ход мысли. объясню, я говорю об этом, да, я не допускал, что государство могло не то чтобы быть виноватым, да, а не предпринять каких-то действий. Хорошо, террористы, сволочи, мрази и все остальное. Ну, как вчера Доренко слушал, он сказал, у террористов работа такая. Их никто не Ты помнишь оправдывает. этот отрывок, да? Ну, я вчера его Я посмотрел. думаю, что было бы хорошо, кстати. Единственное, Доренко там у него тоже есть фактологические неточности, но это мелочь опять. Нет, я продолжаю, Да, 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 да. У террористов работа такая, они вот мрази, которых надо уничтожать. Я продолжаю, Да, 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 да. У террористов работа такая, они вот мрази, которых надо уничтожать. Дело не в них. Они пришли и сделали свою долбаную работу, да. Они, прости, вот что я вклиниваюсь, согласишься или нет, во всей истории с Бесланом, сейчас только очень правильно надо меня понять, возможно, наиболее понятная субстанция, возможно, наиболее понятная группа людей, вернее, не людей. В этой истории террористы — это не неизвестное. Это, возможно, наиболее понятная и законченная история. Все Да. ясно с ними, с их мотивами, с отсутствием у них человеческого облика. Это мрази, не люди с ними. Вот почему, например, я тоже не всегда, рассуждая о Беслане, не всегда впереди всего ставлю это вот этих мерзавцев, уродов, да, как-то ему раз Мамсур говорит. Потому что, возможно, это единственные, с кем все понятно в этой ситуации. Ну не может быть никакой двойной трактовки, согласись. Ну не Согласен. может быть двойной трактовки. Ну пришли, давай по официальной версии, ну пришли 32 человека, из них 31 из Ингушетии и Чечни. Ну из Чечни мало, я не соврать, Около но очень 5-6 мало. Да. было. Вот. Там не было арабов, негров, удмуртов. Это был, как называется, этот бастард Ильхотовский, единственный вот этот Ходов, который не Ходов. Так вот, я продолжу. да, То есть я почему- к чему? С ними все понятно. Ну что, что можно обсуждать, о чем еще можно говорить? Неизвестные в этой истории, вот штурм и прочее, прочее, прочее. И что было Да, после? И что было после, да, во время Да, и после. то есть, да, когда действительно это произошло, я никак не мог допустить, чтобы вот, когда тубусы находили, когда на свалке нашли останки человеческие вместе с ботиночками. Помнишь же прекрасно эту историю? Конечно, я помню. Мне в голову не приходило, что такое возможно, Вот что вот цитатку. государство, оно могло вот так поступить, да, вот так просто взять, сгрести все и попытаться все вот так замять. Расследование, да, ну, опять же, Объясни, понимаешь, почему мне ты не допускал? Ну, потому что Ну, я почему? все-таки считал, что государство на то и государство, чтобы как-то, знаешь, заботиться о людях, чтобы не... Вот если, допустим, произошло что-то ужасное, да, чтобы оно не самоустранялось от этого, а что-то предпринимало для того, чтобы хотя бы это не произошло в дальнейшем. Но я говорю чисто про то, что происходит. Да. Про штурм я сам не говорю пока, да. Но вот то, что было потом, выделили деньги, как будто откупились, да, ну вот вам по миллиону, по 2, по 3, вот только вот все. Но вот этот уровень цинизма, у меня просто это не укладывалось в голове. То есть даже держа в уме Курск и Нордост, ты все равно предполагал, Нет. что такое невозможно? Да, конечно. Только вот буквально через несколько лет я начал понимать, что это действительно это что-то ненормальное. Если государство хочет, чтобы его граждане ему доверяли, оно обязано поставить все точки в расследовании, в истории с заложниками, в обеспечении их достойным, я подчеркиваю, лечением, а не так, чтобы Наташа Сацаева, допустим, не имея возможности поехать на реабилитацию в Германию или там за границу, или даже в Подмосковье это, да, где там кого-то реабилитируют, она проживает в заботе. Ну как? Ну вообще как так можно? При том, что в 2008 году, это я точно знаю, матери Беслана встречались с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым, который им сказал, цитата, они ему сказали про этих женщин, 4, Дучко, Сацаева, Муртазова и Сгоева. Когда еще девочка маленькая. Они его попросили взять их на полное, чтобы каждый год им выделялись эти деньги. Цитата Дмитрия Медведева. Для государства это не деньги. Ну вот. Оказалось деньги, оказалось большие деньги. Оказалось, что при все их запросы
к государству, они приходят отписки из Министерства здравоохранения Северной Осетии, у которой при всей моей нелюбви к Министерству здравоохранения Северной Осетии, там совершенно объективные причины есть на то, что у них тупо нет на это денег. Ну не заложено это у них. Им просто неоткуда их Да. взять, да. То есть это, да, то есть это же правда не вопрос того, что кто-то что-то где-то спер, их просто неоткуда Их просто взять. нет, да. И то есть, перекладывая вот эту заботу об этих пострадавших на местной власти, Да. которые, ну, фактически, разве что из кармана могут достать и дать, да? Ну, сколько раз такое было, да, при предыдущей проклятой власти, да, когда тупо из кармана доставали и давали. Мы даже знаем, кто доставал. Ну, Да, но не- смотри, вот здесь о чем речь. И это момент, я понимаю, то есть ты не допускал. Давай я чуть-чуть, и прости, что я вот этими все вопросами Давай, острыми, а тут конечно. не острых не будет. Давай вот о чем. Перед тем, как мы перейдем к нежно нами с тобой любимым персонажам зоопарка телевизионного государственного, скажи, пожалуйста, о социокультурном хочу. Почему, на твой взгляд, значительная, мы не мерили, мы не знаем, но значительная, судя по тому, что мы видим и слышим, часть наших соотечественников, наших соплеменников здесь в Осетии, настолько в штыки, в принципе, воспринимает, ну, я это называю резолютивной частью ЕСПЧ. Я вот сейчас и процитирую, чтобы мы четко понимали, о чем идет речь. Возможно, люди даже не знают, что такая часть есть. Но вот смотри, Европейский суд по правам человека признал следующее. Силы специального назначения ФСБ России применяли в ходе штурма школы огнеметы, гранатометы, танки, а также огромное количество стрелкового оружия. Я цитирую дословно. Массовое применение оружия неизбирательного поражения государственными спецподразделениями прямо противоречило главной цели контртеррористической операции, то есть спасению заложников, и не могло считаться мерой крайней необходимости. Переводя немного с официального государственного языка на простой, я задаю тебе вопрос. Почему наши люди настолько болезненно, и это как раз люди, которые, как правило, удивительным образом поддерживают, как правило, государственные действия. Почему наши люди так болезненно относятся к тому, что ЕСПЧ называет не операцией по спасению заложников, а операцией по уничтожению террористов? Ну так я же объяснил. Ну, они не хотят. Почему? Вот у них в голове есть вера в государство, да? Так, Если она так. чуть-чуть пошатнется, эта вера, то им уже будет сложно жить. Вот Объясни, как мне почему. сложно Ну жить. объясни почему. Они не хотят верить в то, что их государство их кинет в любой момент. Когда, допустим, они станут заложниками. Не дай бог, да? Но вдруг такое произойдет, государство просто, они не хотят в это верить. Никто не хочет в это верить. Я не хотел в это верить. Я и сейчас в это стараюсь не верить, но с учетом того, что я все видел, это происходило на моих глазах, да, начиная с самого первого дня и до сегодняшнего, да, я понимаю, что государство, оно кинет. Потому что для государства будет важнее уничтожить террористов, чем спасти заложников. Хотя, конечно, да, ну, если получится спасти заложников, то это вообще замечательно. Ну, как бы основная задача уничтожения террористов. Перед тем, я уже 10-й раз, наверное, анонсирую, что мы сейчас перейдем к пациентам из Это страх, официального... понимаешь? Это страх, ты думаешь, да? Я именно уверен, что? да. Страх вот именно за потерю своей уверенности в государстве. Это огромный страх, и он, ну, действительно, это страшно же. Ну, вот согласись, да. Смотри, какая штука. Тебе не кажется ли, дорогой мой друг, что вообще бесланскую историю государство тщательнейшим образом, пытаюсь выверенно сейчас это сформулировать, сакрализирует примерно так же, как оно, но другое государство до этого, Советский Союз, сакрализировало так называемый культ победы. Смотри, Абсолютно, да. смотри, что я имею в виду. Мы выхолащиваем все неприглядное, что овевало эту историю, что происходило в эти 3 дня. Мы полностью это убираем. Мы используем 10, мы это государство, мы используем героических спецназовцев, просто, знаешь, как оберег, как осиновый кол, как серебряную пулю от всего. Да как вы смеете, люди жизнью рисковали. То есть мы спекулируем памятью и этих героев, спасавших наших детей, прикрывая
и вот тут я вынужден сказать уже это, прикрывая, по сути, как говорит, кстати, расследователь Савельев, преступный штурм, в принципе, по сути. Мы прикрываем этот штурм с погибшими альфовцами и вымпеловцами, героями. Еще одна, кстати, вот мы говорили, террористы, понятная субстанция, что еще можно обсуждать, да? И вот эти наши погибшие спецназовцы. Люди, которые отдали жизни за там, детей и женщин Беслана. И вот ими теперь государство, смотри, какая штука, прикрывает неприглядные детали вокруг этого штурма. Параллельно государство фактически говорит, да как вы смеете вообще ставить под сомнение то, что мы делали, а раз вы это делаете, вы враги российского государства. Параллельно есть, кстати, такая точка зрения, которую вполне себе сформулировали достаточно известные публицисты, да, российские и не один, и так называемые эти ваши мыслители. Если ты даже жертва Беслана, но ты идешь в Европейский суд по правам человека, Ты предатель. цитирую, ты цивилизационный предатель российского государства. То есть, смотри, какая проводится параллель вот в моей вот в этой голове. Есть культ Победы 1945 года из серии «Все неприглядное выхолостим». Главное, вот есть этот культ, государством созданный. С точки зрения пропаганды, кстати, отличная штука, да? Ведь вот если мы сейчас с тобой как государственники бы рассуждали. И есть Беслан, который за 15 лет вот на твоих глазах практически отобрали у людей Осетии, и из него хотят сделать российский государственный символ борьбы с терроризмом и показать как это сегодня Турчак, да, о выборах сказал, Единая Россия всех жахнула. То же самое тут. Российское государство жахнуло террористов, и они больше не сунутся. То есть фактически, по мне, происходит действительно такой цивилизационный разлом. И какая-то вот жуткая спекуляция, когда великую трагедию осетинского народа, напомни, пожалуйста, ты точно эту цифру будешь знать, но я не ошибусь, если скажу, что в Великую Отечественную погибло жителей Беслана чуть больше, чем... Там, по-моему, 386, если я не ошибаюсь. Да нет, больше. Больше? Конечно, Потому что статистика буквально вот вчера мы читали. Я к чему говорю? Ну, величайшая для Беслана. Ну, то есть, трагедия... 1%. Ну, то есть, это действительно 11 сентября, если не похлеще для масштабов Беслана. Но государство, во-первых, хочет приватизировать эту трагедию, сакрализировать ее в своих интересах, хочет распять всех тех, кто смеет высказываться не в фарватере государственной точки зрения. И тут, опа, выходят фильмы, Дудь, Новая и так далее. Не согласен, Руслан. Я не согласен с тем, что оно пытается ее сакрализировать. Почему? Оно пытается вообще о ней ничего не говорить и забыть. Дело не в том, если бы она пыталась его сакрализировать, то появлялись бы фильмы, появлялись бы вот, ну, как во время Победы, да, что-то бы делали. Каждое 1 и 3 сентября здесь было бы туча федеральных журналистов, да, которые бы... Ну, мы же видим, что этого не было. Даже в этот раз не было, хотя 15 лет. Но как только появились люди, которые стали задавать неудобные вопросы и получать неудобные ответы, сразу же активизировались вот эти все пропагандисты, Соловьев. Ну, сейчас для меня, наверное, самый яркий представитель Соловьев, да, потому что, ну, Симонян, да, она как-то, ну, даже где-то информационную блокаду прорвала-то, на самом деле, видимо, сама того не понимая, как я потом понял. Сразу они активизировались, и вот смотри, даже фильм Russia Today, да, который они сняли, это же было очень, ну, по-идиотски. То есть покажи его 3 сентября, если ты его хочешь показать, а не потому, что вышел фильм Дудя, его посмотрело 12 миллионов уже на сегодняшний день, и ты ставишь в сетку на 8 число фильм про Беслан. Самое смешное, в сетку Первого канала ставят фильм другого канала. Если бы они пытались сакрализировать, они бы сами сняли этот фильм. И у Первого канала бы получилось, ну, получше, я так думаю. Чуть дополню коротко мысль, подсакрализировать, что имею в виду. Безусловно, какого-то континуума нет. Это не делается, вот как ты говоришь, каждый год, 1-3. Я чуть-чуть сам себя поправлю. Вот сейчас их риторика, то, что вот, к которой мы наконец-то перешли, вся соловьиная трель вот эта, о которой будем сейчас говорить, это ли не попытка такой сакрализации, это ли не попытка, в принципе, по сути, что они делают? Они хотят сразу же обвинять всех несогласных
Беспроигрышные варианты. Русофобия. Нет, главное поддержка терроризма. Давай вот все то, что ты видел. Оправдание. Оправдание Да. терроризма. Давай Соловьев, Багдасаров, Симоньян, все то, что ты видел, давай об этом поговорим. Да, это не только я видел, это тоже ты тоже видел. Миллионы видели. к Я сожалению. первое свое видео, да, вот об Да. этом записал. Мне не хотелось записывать видео, я написал тексты 3 числа, там, Да, для Москвы, да. для Facebook, для всего, да, сдал фотографии. Ну, как бы все, что хотел сказать, я сказал, да, там, ну, тут я смотрю, появляется истерика господина Соловьева, да, Владимира Соловьева, который называет Дудя дегенератом, не объясняя почему. Он говорит, да, он вообще там ни хрена не понял, или как-то он так сказал, да. То есть он это тоже не объяснил, что он должен был понять, да? Да. Но при этом Соловьев дегенерат, у него, вернее, Дудь дегенерат, у него в голове химический элемент. В общем, все, что казалось Соловьеву оскорбительным, он это вылил на Дудя. Дудь радостно кричит, не пишет она, там снимает. Дудь радостно говорит о том, что во всем виновато государство. Ну, надо быть дегенератом. Вот лучше бы он рекламировал Head and Shoulders. В этой башке, кроме химических элементов Procter & Gamble, ничего другого не обнаружено. А что, спортивный журналист был бездарный, теперь полез в другую область, просто гадить по чуть-чуть. Сразу же вспомнился Сергей Доренко, который... Это было очень действительно на это похоже. Такие метафоры Сергея Доренко, я считаю его, наверное, одним из 3 лучших журналистов России, современной и чуть-чуть. Второй, я уверен, Невзоров. У Нет. тебя кто? Парфенов. А третий? Ну, Невзоров. Ну, Невзоров. Говорить. Вот, У меня Фарниев третий. Так вот я к чему. Тамерлан. То есть он напомнил совершенно вот эту хлопотливую тетеньку, которой назвал Соловьева Доренко. Хлопотливая тетенька. И как еще был? Злобная карлица. Мне сказали, что где-то в эфире хлопотливая тетенька Владимир Соловьев обещала ко мне приставать. Прочь! Прочь от меня, мерзкая карлица! Почему Соловьев засучил ножками? А вот смотри, дело не только в Соловьеве. Мне просто стало интересно 2 дня назад. Ну хорошо Соловьев, да, но когда вот ты вбиваешь в Ютубе, я не говорю про печатные, да, именно Ютуб, там Так. сейчас площадка, да, Ну, вот конечно. этой войны. Да. Вбиваешь Дудь Беслан и ставишь релевантность 3 дня, там появляется Да. столько роликов. Да. Причем это лайв. Это вот другие каналы, у которых, ну, достаточно подписчиков, там 200-300 тысяч. Там появляется какая-то очень жирная тетя, которая рассказывает, ошибаясь во всем абсолютно, да, фактологически, но при этом с этими ошибками она пытается припечатать Дудя. Зачем это делать? Потом появляется ролик о том, что Дудь, оказывается, заплатил одной актрисе, чтобы она выступила в этом фильме. Ну, глупость, да, это мы с тобой понимаем, что глупость. Мы всех этих людей знаем уже лет по 15. То есть вот эта вся машина, она не знает, как реагировать на то, что произошло, то есть на Дудя, поэтому она берет тонну денег. Госзаказ. Раз- Ты можешь допустить, что это не госзаказ? Нет, я не могу. Это же сказать. нельзя, да, допустить? Да, но это мое мнение, мы же не можем быть в Не этом можем, уверены. да. Они берут тонну денег и раскидывают их по всем блогерам или не блогерам, которые так или иначе могут за эти деньги что-то сказать. И вот они говорят. То есть там ни в одном Соловьеве дело. Соловьев, так Собирательный Соловьев, давай да, так скажем, да. паровоз, Паровоз. который видно, да. Потом Соловьев собирает вот эту, пускает слезу, Маргарита Симонян начинает рассказывать о том, какие Остины великие. Но самое смешное, ты знаешь, когда Маргарита Симонян рассказывала о величии осетин, которые запостили все, там через 2 минуты, она говорит такие вещи, за которые, насколько я знаю и как я знаю, в Беслане людей так чуть-чуть прессовали. То есть она говорит о том, что в школе к приезду боевиков уже было оружие. Это говорит Маргарита Симонян на федеральном канале. Куда ни ткни, был бардак. Конечно, они легко могли туда проехать. Это же известная история. Там потом местные ребята
Уж не знаю, сколько в этом правды, но похоже на правду. Никто не мог понять, как они столько оружия провезли. А ребята, школьники эти, выжившие, показали место, где был пол вскрыт. И явно он был не уже... Я тоже да, видел этот скрытый пол, да. не от снарядов эти были, да, а террористы, когда вошли, они вскрыли пол в этой точке и оттуда достали оружие. А как оно там оказалось? Потому что в июле там делали ремонт. И никто не знал, что за бригада делала ремонт. Кто эти люди? Никто их не проверял. Это просто был повсеместный бардак. Мы договорились с тобой, что вот не будем детали, подготовка, штурм и прочее. Один интересный момент. Смотри, можешь обвинить меня в том, что я ищу теорию заговора там, где ее нет. Тебе не кажется, что это могла быть не оговорка и не... Нет. Смотри, выслушай, что имею в виду. Тебе не представляется, что вброс подобной информации... Мы сейчас не беремся с тобой судить, так было это или нет, потому что абсолютно разные показания есть. Да, опять же, мы не расследуем. Тебе не кажется, что это может быть таким полуэлегантным вбросом для того, чтобы инкриминировать это больше местной власти, нежели федеральной службы? Смотрите, у вас что под носом творилось, у вас под полом. Нет, нет, Руслан, вообще Я нет так, знаешь, никакой- абсолютно просто... Это деталь. Я думаю, что это деталь, была но- просто такая оговорка Маргариты Симонян, которая со временем просто забыла, где официальная версия, а где нет. Что об не этом- делает ее лучше, кстати. Самой это Не-не-не, да, я то есть не она говорю, просто... да. А Соловьев об этом просто не знал, да, который обвинял Дудя в том, что он ни хрена не понимает. Соловьев об этом просто не знал. Поэтому это из передачи и не вырезали. Более того, поставили это на YouTube. И даже те люди, которые Да-да-да. просматривали эту Да. передачу, Да. перед тем, как поставить, ее, даже они об этом не знали. Даже куратор из, не знаю откуда там, тоже об этом. Или просто посчитали просто каким-то, конечно, несущественным фактом. Ну, я... А это, кстати, был одним из основных и остается одним из основных вопросов, который сейчас с тех пор еще в Беслане было оружие в школе или нет. Да. И официальные СМИ всячески пытались вот это как-то приглушить и сказать, что вот там ничего не было, боевиков было 32, все они привезли с собой. Опять же, очень важный момент здесь. Снова вынужден вот к расследовательской фазе вернуться. Было оружие, либо не было. Было боевиков 30 или 60. Ехали они по проселочной, либо через посты. Сразу давай, да, оговоримся. Опять же, надеюсь, поправь меня, если не согласен. Дай сразу оговоримся. К 3 сентября, да, то есть вот к штурмовой операции, это отношение по большому счету не имеет. Это, это другие детали. Смотри, почему, мне кажется, наконец-то перейду к зоопарку. Вот я внимательно посмотрел все, о чем они говорили, то есть вот эту беседу, значит, Соловьева, Симонян, Багдасарова, значит, вот, ну, то есть я разговор свиньи, осла и обезьяны посмотрел от начала и до конца. Я вот так по-крыловски, да, с басней сравню. Почему они ножками засучили? Мне кажется, два момента. Момент первый. Власть, пропагандистская машина поняла, что бой Ютубу и бой неподконтрольным по определению источникам информации может быть проигран, даже не начавшись. Понимаешь, очень легко нагибать государственные редакции, а ты нагни YouTube. Ну, его можно заблокировать. Ну, да, но то есть это совсем ахтунг, да, то есть мы уже понимаем. Это первый момент. Они понимают, что сколь угодно ты можешь корректировать то, что в эфир выдают ВГТРК, Первый канал и же с ними, а тут в Ютьюбе целое поколение непуганное спокойно смотрит произведения Дудя. И не смотрит Соловьева, что важнее. И не смотрится. Ну, послушай, даже если там доля аудитории, которая смотрит Соловьева, сравнить с просмотрами у Дудя, они реально с точки зрения долей проигрывают этот бой. Раз. Второй момент. Целый пласт россиян, посмотревший Дудя и остальные фильмы, задается вопросом, типа, а что, собственно, мое государство сделало? А что такое Нордост? А что такое Курск? Да? А что такое дома на Каширкина, Гурьянова в Москве в 99 году? Условно, да? И это люди, которые телеящик не смотрят. Это люди, которые
не одними только сводками официальных агентств живут, да? Я увидел в Симонян, я увидел в Багдасареве и в Соловьеве, я увидел внезапно резко подряхлевших людей, которые вышли в информационный тираж от одного осознания мысли, что они более не являются эксклюзивным источником информации, а те, для кого они являются этим источником информации, да пусть меня простят наши старшие, но они доживают свой век, эти люди. То есть основная аудитория, потребляющая, Это да? даже они... Понимаешь? И второй момент. То, о чем я говорил, о сакрализации. Багдасаров кричит: Дудь, Новая и все, кто их поддерживают, должны по статье оправдания терроризма идти в тюрьму. Соловьев кричит: это гниды, русофобы. Русофобия — очень важный момент. То есть, Там было такое? Заур, я не привожу прямой цитаты, но все, о чем они говорят, это фактически: раз вы против российского государства, то вы русофобы. Ну согласись, у них такая риторика. А раз вы русофобы, стоп, секундочку, говорю я, нашу осетинскую трагедию вы хотите у нас забрать и нас обвинять в русофобии за то, что мы задаем справедливые вопросы о расследовании? Это мы русофобы? Это мы, у кого 1% жителей небольшого города мученически погиб в Беслане? Мы русофобы? Вообще задавали-то даже вот в этот момент даже не осетины. То есть меня два армянина и еврей, в хорошем смысле этого слова я сейчас, обвиняют в том, что я русофоб? Ну да. А они... Я сейчас молчу, потому что я вот эти слова, которые... Они славянофилы. Понимаешь? Ну как? То есть я что хочу сказать. Конечно, наверное, не имело бы даже смысла реагировать на этот выспренный бред, который на соловьиный помет, да, из телеящика. Но мы не можем. Потому что куча народа в Осетии, ты знаешь людей, мы все знаем людей, наших вполне себе осетин, которые разговаривают о событиях в Беслане, о событиях в стране исключительно языком соловьевских ток-шоу. Конечно, а знаешь есть почему? В чем проблема? Вот и передаю тебе эту эстафетную палочку. Проблема в том, что сегодня у многих среднестатистических осетин самое главное — это: а что там в Сирии? А как Донбасс? А что в Идлибе? А что там в Москве, как ОМОН разогнал этих митингующих, понимаешь? Вот проблема в чем. Проблема в том, что государство виртуозным образом, признаю, с точки зрения пропаганды, сместило осетиноцентричное в осетинах на вообще что-то непонятное. И поэтому Беслан сегодня осетины многие видят не как трагедию нашего народа, которую допустило российское государство, а как усредненную просто российскую трагедию, которую российское государство еще и самортизировало и сделало все возможное, чтобы жертв было как можно меньше. Понимаешь? Вот у тебя, Руслан, все время переходит на какое-то ущемление осетин. Нет, на самом деле... Смотри, не считаю. об ущемлении, а о переформатировании парадигмы вот этой. Нет, то есть осетины имперцы государственные. Да, я не об ущемлении. Форпост, вот это вот Да. Ну это как бы да. Это, Так скажи же нам об это внушили, мы... Твоя как бы аудитория считаем. сейчас сидит и ждет, что скажет Заур. Ты думаешь? Конечно. Ты анонсировал сегодняшний подкаст. Смотри, Блестяще, как обычно. я считаю, что да, вот это не то чтобы это даже смещение, Руслан. А что это? Ой, ну что такое осетиноцентричность? Блин, мы вообще не о Беслане сейчас говорим. Осетиноцентричность — это вот что? Это вот то, что мы видим, вот эти вот ходончики, рубашечки, бороды. Не. Давай вот не Алик будем сейчас о Пухаев. Пухаеве. Я о другом. Не, смотри, мы изначально, правда, договаривались, что сегодня постараемся обойтись без юморески в эфире. Давай так, я считаю, что осетины — это совершенно обычная, обыкновенная европейская нация. Да. Все. И вот эти заморочки на сильно национальном, что мы там национальнее всех, что мы там осетинисты там кого-то еще, или мы более, наша нация более мощная, чем все остальные, я считаю это неправильным. Мы должны идти в будущее. Объясни, почему государство хочет переформатировать восприятие Беслана в сознании этой нации. Если ты так считаешь. Может быть, ты так не считаешь. Государству пофигу. Она ничего не хочет Посмотри, что сейчас рассказывает тебе Соловьев. Ну, пускай он рассказывает все, что хочет. Соловьев рот свой открыл только из-за Дудя, и все. Хорошо, почему осетины
поддерживают точку зрения Соловьева. Вот это другой вопрос. То есть, да, почему осетины вот поддерживают? конкретно по Беслану, Да. если конкретно Да. говорить по Беслану, Да. то многие осетины, Да. которые не столкнулись с этим лично, они поддерживают действительно, да, государственную позицию, условно государственную позицию, потому что им так легче, потому что это страх. Это то же самое, о чем я тебе говорил. Ты только этим объясняешь? А только этим, больше ничем. Смотри, осетины, молодые парни, девушки, да, которые до 25 лет. Ты был в Беслане 3-го? Тоже был, да? Вот так я с 1 по 3 был там. И, 1 так было людей не особо много, как, впрочем, не всегда. А вот 3 было гораздо больше, чем обычно. Причем была молодежь. И как я понял, да, из разговоров, которые я слышал, там парой фразой мы перекинулись, я уже говорил об этом, да, в своем видео, но скажу и сейчас, они туда приехали, осетинская молодежь приехала в Беслан после того, как посмотрела фильм «Дудя». И это хорошо, что он его выпустил 2 сентября, а не 3. И это, Заур, это не может быть совпадением. Это не может Приезд быть. вот этой молодежи Да, дело не может быть Причем не совпадение, они прямо говорили, Что о том, мы посмотрели, что да. они смотрели фильм «Дудя». То есть даже для осетин, как я опять же уже говорил, да, мне лично, да, я не могу кому-то рассказывать о Беслане, потому что мне кажется, я в этом, вот в голове у меня это сидит, что об этом и так все знают, об этом не надо рассказывать. Оказывается, надо, и у Дудя получилось это сделать лучше, чем у меня, хотя Дудя там не было, а я там был. Но у него получилось, а я не могу. То есть потому что я считаю, что об этом и так все знают, особенно здесь в Осетии. Нифига не знают. К слову, опять же, о тех же террористах, такая ироничная ситуация была, не могу не рассказать, значит, коллеги-журналисты, называть не буду, потому что это распространенная точка зрения. Коллеги-журналисты пеняют Дудю, Новый, там, всем, кто делал, чехам даже, вот, которые сделали хороший фильм «Незаглушенные голоса». А почему они не называют национальность террористов и не говорят их имена? Абсолютно справедливо. Но те же коллеги, но потом смотрю творение тех же коллег-журналистов наших, которые это делают, или их подчиненных. Бог ты мой, ни у кого нет. Откуда пришли террористы? То есть я к чему? Понятно. Да, но Заур верную мысль высказывает. Нам многие вещи настолько понятны, что мы даже не считаем нужным, возможно, это наша ошибка, кстати, Да. что мы не считаем нужным лишний раз это педалировать, понимаешь? А Юрий Дудь, у нас много общих знакомых с ним, хороших, и мы с ним пообщались 4 сентября. Почему мы пообщались? Потому что я хотел очень сильно сделать, то есть небольшую записать с ним беседу. И он меня в очередной раз удивил и поразил вот чем. Это интересно, кстати. Что ты не записал? Мы долго общались, но не для эфиров. Ага. Он сказал: Руслан, я не буду комментировать или интерпретировать ни Беслан, ни Колыму. У меня есть принципиальная позиция, я произвел эти фильмы, я рассказал об этих трагедиях, но я не собираюсь никоим образом, и не сделаю ни для кого исключения, даже для людей, которых безмерно уважаю, не сделаю исключения и не хочу лезть в информационное пространство, не хочу даже малейшим образом хайпануть на комментариях или на чем-то, или проинтерпретировать то, что я снял. И вот здесь об этом речь, это первый раз, да, когда я это рассказываю, только уважение большое, понимаешь? То есть человек, которого после Колымы, кстати, и сейчас после Беслана зовут везде, поговори на эту тему, он сказал: нет. Я показал вам то, что я увидел, но интерпретировать и подспудно даже пользоваться, почивать на этих лаврах я не собираюсь. Очень правильное Скажи, решение, да, абсолютно, да. И поэтому, и более того, он хочет оставить все интерпретации для людей, которые это увидели. Я думаю, ты высказал совершенно верную мысль. Вот для этого непуганного поколения, для тех, кому немного за 20, для тех, кто знает Беслан только по рассказам, как до этого выросло целое поколение, 92-й год знающее, что-то было 3 дня во Владике, да? Есть же такие, есть же молодежь. Через поколение, возможно, кто-то не будет даже знать, что на нас в 92-м году напали из Ингушетии ночью. Что-то было, разборки. То же самое с Бесланом. Я сейчас не хочу выступать, Заур, пойми меня правильно, я не хочу сейчас выступать просто оголтело, направо-налево критикуя государство, но вот по теме Беслана я его хочу критиковать все время, потому от момента, от 1 сентября
2004 года до сегодняшнего дня 2019 года. Потому что когда целая страна слышит Марину Дучко, а она говорит, я ведь встала бы, Ну да, до реабилитации не было. Понимаешь? абсолютно да. Ты считаешь тревожным раскол в осетинском обществе по теме Беслана Нет. или нет? Я не считаю это тревожным, это сойдет на нет в любом случае, да, вот единственное, что я бы не хотел, чтобы из-за этого ссорились. Ну, пока этого, слава богу, не произошло, потому что в Осетии очень любят, знаешь, вот, допустим, ты за Фадзаева, ты за этого, я за другого, за третьего, и давай-ка мы будем с тобой врагами. На вот этом идеологическом уровне вот, начинаются грызня, то есть люди там наверху какие-то свои вопросы решают, договариваются, а внизу люди друг друга практически убивают. Я не считаю, что по идеологическим причинам, любым, пусть даже интерпретация Беслана, люди должны становиться врагами. А как ты тогда относишься к тому, что тебя лично, меня, кого угодно, неважно, тех, кто пытается продвинуть версию Савельевского доклада, тех, кто задает неудобные вопросы по теме расследования, по теме штурма и так далее, как ты относишься к тому, что наши же соотечественники, ну, требуют крови, это, конечно, громко сказано, но полощут почем зря? Да пускай. Ну, я к этому привык. Ты все тем же страхом, да, объясняешь их действия? Ну, как мне кажется, да. Ну, мне вот, допустим, до их высказываний относительно меня, если кто-то высказывается или еще что-то, ну, совершенно ровно. Я к этому привык. Я знаю, что это, ну, вот такое, знаешь, у меня работа такая, знаешь, выслушивать все вот этих товарищей. Ничего страшного в этом нету. Вы к этому еще не привыкли, ну, привыкните. Ничего страшного. Вы. Ну, ты понял, о ком я говорю. Да, каждый, посмотрите, про нас плохо написали. Ну, что? Пускай пишут. Я о другом чуть. Я о том, опять же, вот завершая уже беседу, да, я возвращаюсь к тому, наверное, с чего мы начали. Будет когда-нибудь в осетинском обществе, и если будет, то при каких обстоятельствах, относительно полная консолидация мнения по тому, что случилось в Беслане, и как с этим жить дальше? Я не знаю. Я вот правда не знаю. Для того, чтобы была консолидация мнений, должно быть закончено расследование. Причем оно закончено должно быть так, чтобы ему поверили все стороны. То есть оно должно быть действительно объективным. Не потому, что вот так написано в докладе Савельева, Торшина или там кого, или Кисаева, ник ночью будет помянут, да. Но чтобы это было действительно объективное расследование, которому люди поверят. Даже пускай они с ним будут не согласны, но они скажут, вот все, теперь мы ему верим. Ну, как у Некрасова, да, жаль только жить в эту пору прекрасную. Тогда просто не знаю тогда. Знаешь, это почему? Единственное условие, которое вряд ли будет выполнено. Знаешь, Вот почему и всё. с тобой согласен полностью, и почему думаю, что не поверят, даже если завершат какое-то расследование? Ну, очень просто. Опять же, я все к тем, вот, к баранам-то возвращаюсь, к ЕСПЧ. Мгм. Есть вердикт, вынесенный, четко прописанный. Но ты же знаешь, как к нему относятся в Осетии. Ну да, большинство. Понимаешь? Закончат они расследование. Выяснится, что это был идеальнейший, то есть совершеннейший штурм в истории человечества. Те, кто эти скрипоносцы, это и так знали. Мы все равно в это не поверим. Нет, я говорю, Руслан, ты меня не понял. Я говорю, что это должно быть объективное расследование. Я не уверен, что сейчас, я не уверен, что точка невозврата не пройдена. Я не очень понимаю, ты знаешь, дружище, я не очень понимаю, вот уже сейчас, какое расследование может быть объективным для всех. Вот да. Представь себе, что Это сейчас сложно. расследование закончится принятием выводов комиссии Савельева. Мгм. Ножками начнут сучить Не все начнут. государственники. Сказать тебе почему? Скажи, начну? почему. Потому что это будет государственная точка зрения. Подожди, то есть ты хочешь еще, чтобы это было озвучено на всех уровнях? Естественно. Сообщено об этом. Ну, слабо верится же, да? Да нет, причем, если расследование будет завершено, будет суд, и как ты говоришь, да, если, допустим, за основную версию возьмутся версию Да, Савельева, да. то и это подтвердит государство, да, то как-то вот так вот идеально все наложится. Ну, с трудом верится. Ну, только, наверное, другой президент нужен будет. Я думаю, да, только я хотел сказать, что это вопрос, наверное... Но опять же, смотри, какая штука. Меняется власть, допустим, в России, кардинально меняется власть в России. Вот все, ну то есть с ног на голову.
Я не очень уверен, что те, кто сейчас скрипоносят, возможно, вполне, кто-то из них тут же переобуется, Естественно, но все. кто-то из них, ты думаешь, все все-таки, да? Абсолютно. Ну вот видите, значит, Заур все наши головоломки мгновенно разрешил. Правда, друзья дорогие, я думаю, мы обо всем, да, поговорили, о чем Вроде да. нужно было. Это очень сложная тема, и я хочу закончить вот чем. Вчера разговаривал с Олегом Тезиевым, Мгм. с создателем Южно-Осетинской армии, с первым главнокомандующим. Он убьет меня, он не любит, когда я его главнокомандующим называю, но тем не менее, он же главнокомандующий. И он сказал, он не знал, что мы будем записываться сегодня, он единственный, мы что-то перешли к Беслану, и он сказал такую вещь. Полемизируйте, обсуждайте, сражайтесь, на части хоть рвите друг друга в дискуссии, но, пожалуйста, и та сторона, и другая, будьте с матерями Беслана. Ну, правильно. Вот будьте с матерями Беслана до конца, опять же, не разделяя их на матерей Беслана, на голос, будьте с мамами Беслана в том, за что они сражаются до конца. А между собой полемизируйте, дискутируйте, но не предайте просто дело матерей. Вот мне кажется, это, как ты считаешь, по-моему, это Я считаю, да, исчерпывающе абсолютно. да, абсолютно согласен, то, что надо быть на стороне пострадавших в Да. любом случае. Да. И чем вот сейчас, да, я чуть-чуть продолжу, да, сейчас начался вот этот условный, да, хайп, да, все хотят помогать, у Марины Дучко уже сегодня было 80 тысяч подписчиков. Да, да, То есть да. это хороший хайп. То есть вот пока это есть, максимальное количество людей, которые вот нуждаются в помощи, им надо помогать. Без разницы как. Хотя бы вот так. И за это тоже спасибо Юрию Дудю, я считаю. А я и совсем завершая, я хочу просто спасибо сказать от нас с тобой, возьму на себя смелость от нас с тобой, чисто профессиональное спасибо всем коллегам, которые, независимо из какого издания они, кого представляют, которые из года в год, не только по круглым датам и не только 1-3 сентября пишут о Беслане и о людях Беслана. Согласен. Согласись? Ну что, я думаю, мы все обсудили. Мы поговорили. Больная тема, очень сложная. Я понимаю, что будет шквал критики в любом случае. Еще раз, давайте оставаться людьми, оставаться вместе с матерями Беслана. Ругайте нас, но только поддерживайте тех, кто пострадал в Беслане, и тех, кто 15 лет спустя с этой болью живет. Заур Фарниев, сегодня с вами Руслан Тотров. Увидимся очень скоро. Счастливо.